в одном месте я нашел протечку, протекает тормозная жидкость. Ништяк. Все ништяк получилось. Привет, я снова в гараже. Обычно будни у меня опять начались. Будничные проблемы. И сейчас я съездил в город. Очередной раз. Не в город даже, а в район. В Хорткросс. Ружье разрешение продлевать там. Документы сдавал. И когда я ехал, у меня замигала какая-то лампочка интересная. Первый раз. Я в общем остановился посмотреть по книжке, что за лампочка. И эта лампочка предупреждает, что в тормозной системе какие-то неполадки. И я в первую очередь посмотрел уровень тормозной жидкости, и оказалось, что уровень у меня ниже. Куда-то тормозная жидкость ушла вообще. И сегодня я решил посмотреть машину, куда ушла эта тормозная жидкость. Короче, залез я под машину, вот моя колено вообще, залез под машину и все колеса просмотрел там. И на заднем колесе в одном месте я нашел протечку, протекает тормозная жидкость. Как-то я уже до с района приехал, уровень как-то, скажем, держится, не упал уровень. Но сейчас покажу, что за фигня у меня тут. Смотрите, ребят. В общем, цилиндр вот тут, видимо, в этой части пробило. Вон. И тормозная жидкость вся вышла вон отсюда. Придется менять тормозной цилиндр. Вот смотрите как. Все сыро тут. Все в жидкости. Придется поменять тормозной цилиндр, вот этот. И заодно накладки. Вот так вот. Для замены у меня уже тормозной цилиндр в запасе, оказывается, было. Вон он. Новый. А вот колодки пришлось заказать. Сегодня сразу я позвонил своим знакомым. Свой знакомый у меня оказался Нившерский в городе. И сразу моментально я позвонил и заказал. Он привезет накладки, и я буду все это дело менять. Так что лампочка предупреждает, надо машину моментально посмотреть, где-то какая-то неполадка. И тем более тормозная система — это самое главное, самое важное, что надо смотреть. Тормоза должны быть в рабочем состоянии. Сегодня я буду менять цилиндр, а вечером, как привезут накладки, уже буду менять накладкой. Там придется ослабить там ручник ослабить, поменять накладки и прокачать воздух. Снял одну колодку, и все как-то тут посложнее, чем на УАЗике. Побольше пружин тут, какие-то еще штучка. Такая железка, я не знаю для чего он. Ну там она толкает колодки друг от друга. Опускай. Так. Там еще пружина вторая, блин. И ручник еще он. Здесь еще. Там еще следующая маленькая пружинка. Так вот.
Все. Разбирать, не строить. Сломали, в общем, мы машину. Опа. Все. Все основное сняли. Только остается почистить. Почистить тут. Все. И снять этот цилиндр. Сегодня сейчас снимем. А там уже как привезут колодкой, будем уже собирать. Короче, дальше мы будем откручивать вот эти две болта. И самое главное, обошлись без спецключа. Я уже немножко ослабил. Иногда бывает так, приваривается сам по себе от тормозной жидкости. Это гайка или болт, как правильно там. И, ну, все я ослабил там. Немножко ВДшкой побрызгал, и все ништяк. Сейчас буду откручивать все это дело и менять этот цилиндр. По-быстрому надо все это сделать, чтобы тормозная жидкость не ушла, главное. Лишняя тормозная жидкость не ушла. Так. Ребят, чтобы новый цилиндр лучше работало, я еще дополнительно смазываю что на УАЗике и что на Жигулях. Вот сейчас первый раз, получается, я разбираю. И убираешь эту резину вон. И туда немножко отсюда смазываем литолом, чтобы поршень, ну, не ржавела, меньше ржавела, там поршень хорошо ходила, работала. Я обычным литолом так смазываю. Туда заталкиваешь. Не обильно так, а, ну, среднее количество. Поршень будет ходить и заодно смажет там, и когда вода, чтобы меньше, ну, заходила туда. Если уж зайдет, не сразу будет ржаветь цилиндр. Обычно они, цилиндры, ржавеют и перестанут, поршень перестает ходить. Еще немножко вот так помазал, что влезла туда смазка. И обратно вставляем эту резину. Две минуты работы литолом обрабатываю 2 минуты, и поршень будет дольше работать, ходить лучше, и меньше уже туда будет, меньше будет ржаветь. Все, сейчас уже я буду менять. Старый поршень уберу и старый цилиндр, и новый будем ставить. Новый цилиндр на месте. Тормозной цилиндр, вот такая штучка. И уже так, ну что тут, в принципе, что тут показывать. Открутил я эти два болта, потом открутил вот эту гайку, снял трубку, по-быстрому поменял цилиндр и закрутил сперва трубку, а там уже прикрепил два болта остальные. Все. Здесь на этот момент я работу закончил, и остается только ослабить вот, как сказать, ручник. Вот это ручник. Там уже снизу. Сейчас зайдем в яму и сейчас спустимся в яму, и там уже будем ослабим ручник, чтобы уже новые накладки привезут, там поставить. Ну, если затянутым ручником новые накладки там поставить, там барабан уже тормозной, ну, барабан на колеса уже не поставишь. Так что сейчас я все это дело оставляю и лезем под машину, там будем ослабим ручник. Сейчас, ребят, я еще покажу. Вот, смотрите, где свет-то. Вот в каком состоянии старый тормозной цилиндр.
все внутри вон заржавело, а с этой стороны вообще все, цилиндр, в общем, поршень вышел, а обратно уже не пошла. И вот здесь уже все протекало вот в этой части. Вот все. Течь идет вот отсюда. Такая фигня, короче. Вот так вот. А тут тоже уже все. Жалко, конечно, я заказал второй цилиндр. Надо было заодно уже поменять на втором колесе тоже уже. Наверное, там уже пора тоже уже менять цилиндр. Ну, если что, я сам съезжу в город и в следующий раз тоже поменяю. Но этот уже цилиндр все свое отъездил там. Это только выкидывать или на донку вместо грузила. Короче, выкидываем. Выкопали в этом году яму. Но еще не обшили там. Досками надо еще или бревнами стенку так обшить, чтобы не провалилось все. Я буду в яме, в общем. И так, одна деталька у меня тут. Куда, я думаю, потерял? Вот она. Так, нашлась, родимая. И что? Неудобно, конечно, расслабить там ручник. Надо снимать там эту защиту, вот эту штучку. И под этой защитой там вот регулировочная тяга, в общем. Двумя ключами приходится расслабить. Ну ладно, я пока в общем буду заниматься этими работами. Так. Ну что, да, тут снимать в принципе нечего. Яму надо еще доделать. Самое главное. И это уже зимой, когда дрова привезут, тогда уже буду этим заниматься. Что-то прогнулось, что-то тут тоже выхлоп. Что-то попало, видимо. А чего так и такая ямка, в принципе, блин. А чего так вот, скажем, продольно, если поперечно, так как так могло случиться? Куда-то ударилась, может. Тоже новая царапина вот здесь у меня. Ну ладно, я здесь буду ручником заниматься пока. И вот, ребята, такой, закон подлости. Всегда вот такие ремонты, скажем, посерьезнее, всегда случаются зимой, когда уже холодно, у тебя холодный гараж, и приходится мерзнуть там. Печки нету. Приходится работать. Но сейчас еще более-менее. А в прошлом году менял ступицы, подшипник и ступицы там задние. И передние стойки вот на Жигулях, передние стойки. Там уже было прохладно. Я говорю, всегда вот ремонты приходится делать зимой. Можно, конечно, все это дело сдать в сервис, сказать там, сделай это. Но что в моих силах, всегда делаю я сам. И на этот раз тоже вот занимаюсь первый раз работу такую, меняю цилиндр. Одной рукой, конечно, неудобно. И, наверное, я сейчас тоже выключу и буду уже работать двумя руками, а там. Опа. Чтоб шайбы не потерять, я, в общем, выключаюсь. И буду работать двумя руками. Первая машина, которая у меня была, это была Москвич. Москвич был. Ода. И у него ручник вроде как, помнится, затягивалась в салоне. Удобность, там видишь все. А тут придумали вон под выхлопной трубой
Не знаю, видно, не видно. Вот здесь вообще она. Вот тут. И работать с ключом вообще неудобно, вообще неудобство. Так что не знаю, почему так и не сделали. Но желательно, чтобы регулировать можно было в салоне или где-то что-то, чтобы удобнее было. Все усложняют у нас. Русские машины. Тем более, если на УАЗике там какие-то ремонты, там вообще геморрой такой. И тут тоже не пролезть, там руки неудобно. Ну, кто этим занимается, понимает, знает. Опять звонок. Все, ребята, ослабили мы ручник. Все болтается, шатается. Так что остается только нам дождаться новые колодки и уже будем ставить новые колодки. А сейчас пока будем... Ну что остается, ждем. Пока будем заниматься домашними делами. Пока нету запчастей для ремонта машины. Я вот жду сейчас 1,5 дня. И чтобы время быстрее прошел, я вот сейчас замутил тут пиццу, готовлю пиццу, быструю, ленивая пицца у меня это называется. Я как-то видео уже выкладывал, показывал, как я пеку все это дело. Там я, конечно, резал все эти лук, помидоры, там, что можно туда закинуть, там, сыр, все это я мелко резал, там, сыпал, и формочки. А я сегодня по-быстрому тесто приготовлю из кефира, банка кефира тут, ну, пол-литровая пачка кефира, мука, колбаса, что я нашел в холодильнике, все это я буду использовать. И здесь у меня такой противень, вот такой противень. Перед этим я, когда видео выкладывал, когда пиццу я делал, я там, как сказать, на формочке я все, на формочках пек. А сейчас я все это тесто выложу вот сюда, в один противень и буду готовить. А что получится, посмотрим. Так, я думаю, быстрее время проведем. В общем, и полезно, и вкусно, все в одном. Так что мы ждем запчастей, а сейчас готовим пиццу. Тесто уже почти готово. Последний раз муку добавил, там, не знаю сколько там, ну, видно, что уже вон посуда крутится, значит, тесто не жидкое, не густое, самое то, самое раз. Ну, чтобы гуще сметаны, чтобы была. Как густая сметана, то есть. Ну, уже заложка уже крутится сюда, значит, все, ништяк. Дальше берем противень. Я уже предварительно растительным маслом уже помазал. Ленивая пицца. Быстро готовится. Вот так вот. Ну вот, как-то так. И сюда уже буду добавлять все, что у меня в наличии есть. Там колбаса, помидоры, лук, даже яйцо буду добавлять и огурец. Все это я туда закидаю, помажем кетчупом и майонезом. Я думаю, будет очень вкусно. Вроде, ребят, у меня все готово. Вот что получилось. Тесто, потом я кетчупом нам немножко помазал,
Дальше помидоры разложил. Дальше что? Яйца порезал. Яйца, колбаса и лук. Больше тут ничего нету. И еще сверху немножко в некоторых местах кетчуп добавил. И у меня уже плитка выключилась. Ну, как бы нагрелась плитка. И сейчас уже я буду отправлять это тесто в духовку. А там посмотрим, что получится. Так что я его отправляю. Все. Идет у нас в духовку. В духовку отправили. В таком виде она. Духовка. И где-то минут 20, наверное. И у меня 200 градусов. Но я чуть-чуть, наверное, потише сделаю. Потише. Ну, 150 хотя бы, чтобы было. Чтобы не сгорело, а потихоньку, чтобы будет запекалось там. Все, ждем. Так, ребята, я времени не засекал, но надо посмотреть там. Опа. Все, надо вытаскивать. Надо вытаскивать. Все уже румяно там. Все румяно. Так. Все красиво получилось. Так. Это красота. Ништяк. Все ништяк получилось. Ребят, пицца готова. И немножко срезал один кусок. Вот смотрите, все румяно, как всегда, получилось. Не знаю, как на вкус. Все вкусно. И как мы видим, это самый простой способ приготовления этой пиццы. Буквально там, час времени, наверное, прошло на это. На этот момент я вот по-быстрому приготовил эту пиццу. И сейчас уже 3 часа, где-то пол без 23. Сейчас всей семьей будем пить чай. Пить чай этой пиццей. Думаю, всем понравится. А мы еще, наверное, где-то часа 2 подождем. И приедут знакомые с города и привезут запчасти. И дальше будем ремонтировать машину. Так что не ленитесь и готовьте пиццу дома. Вкуснее и полезнее. Уже я знаю, из чего я пек. Если правильно сказал. Так что немножко подостыло и уже можно есть. Очень вкусно. Все, будем пить чай. Ребят, я продолжаю ковыряться возле машины. Вот привезли новые колодки. Уже на одно колесо как бы поставил. Вон, смотрите. Все новое. Цилиндр, колодки. Все уже поменял. И сейчас в интернете посмотрел там, как установить побыстрее. И вроде ничего, так получилось. Вроде нормально. И что меня напрягает, вот почему-то вот колодки не доходят до цилиндра. Вот это как-то я не понял почему. Так, я уже все расслабил там ручники. И все равно, или так и должно быть. Я первый раз этим занимаюсь. Может быть, так и должно быть. Может, после того, как качаем воздух оттуда с цилиндра, может, все станет на свои места. Сейчас я поставлю барабан и будем качать туда воздух. Там поглядим. Барабан на месте, в общем. Долго пытался, что-то не получилось. И я, в общем, зашел домой, посмотрел, как что делается. И конкретно, оказывается, надо расслабить ручник. Пока ручник не расслабил полностью до конца, у меня барабан не вошел. И сейчас все, уже последние штрихи
как бы закручиваю вот эти, я не знаю, как называется, ну, чтобы этот барабан держался. Такой болтик. И все. И немножко туговато там, куда-то задевает, но новая накладка. Еще прокачаю сейчас цилиндр, и может еще чуть-чуть придется ослабить там ручник. Но это уже потом. А сейчас я это закрепляю, эти болты, и прокачиваю тормозную жидкость. Ну, в принципе, больше, наверное, снимать уже не стану ничего. Эту я работу сегодня закончил. И сейчас уже, как только все это закончу, вторым колесом займусь. Пока время есть, вечер длинный, свет есть, все есть. И уже вторые накладки не надо менять там цилиндр, просто накладку поменяю. Это там, в принципе, уже первая накладка, там еще не так понимал, что и как, а это уже все получится. Так что вот такая будни сегодня у меня получились. Занимался машиной, домашними делами. И все. Ладно, все. Всем пока и до новых встреч на Правдивкоме. Подписывайтесь, ставьте лайки.